моя милая бабушка прочитала мою книгу. Это единственный человек в моей семье, которому я не хотела давать свою книгу, и я была уверена, что она не станет ее читать. Но в итоге она взяла, прочитала. Дедушка мне говорит, что она сидела внимательно, что-то там выделяла и перечитывала. Мне, с одной стороны, очень приятно, и самое приятное для меня, что ей понравилось. С другой стороны, мне все еще неловко, потому что моя бабушка — это очень верующий человек. Собственно, тема религии, наверное, благодаря ней в этой книге. И именно с нее списывался образ Хельги. Но когда я говорю, что моя бабушка религиозная, я имею это в виду. Я предполагала, что она будет тем человеком, который скажет: фэнтези нельзя читать, потому что фэнтези от дьявола. В детстве мне запрещали слушать рок-музыку, мне запрещали определенные книги читать, потому что как же так, греховно все это. И несмотря на то, что бабушка мне сказала, что читать ей действительно было тяжеловато именно с моральной точки зрения, потому что она у меня такой нежный цветочек, просто добрейший, милейший человек. Это странно говорить про свою бабушку, но она такая девочка-девочка. Однако в итоге она сделала вывод из моей книги, который даже вот близок к ее мировоззрению, ей понравился. Мне очень приятно, что она как бы настолько положительно все восприняла. Ее вывод тоже взаимосвязан с религией, но я даже не знаю, как его описать кратко, ничего не спойлеря. Но, в общем, она увидела в истории принятие собственной греховности, избавление от некоторой лжи, что ты можешь быть вот этим вот идеальным человеком. И в тот момент, когда ты принимаешь вот эту вот свою человеческую натуру, человеческую слабость, ты можешь начать двигаться дальше к Богу. Вот так моя бабушка это увидела. И справедливости ради имеет место быть.